Здравствуйте! Сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Галмедиа. С вами Ника Гачава и коротко о главном. Ни о каком открытии границы с Грузией речи не идет. Эксклюзивное интервью Галмедиа главы администрации Галского района Константина Пилия. Галский район могут включить в новые туристические маршруты. С рабочим визитом в Гал впервые прибыла делегация Минтуризма Абхазии. Первыми в республике. В Галском районе завершили прием деклараций о доходах и имуществе. Начнем с главных республиканских новостей. Мусульмане Абхазии отмечают Аурыч-Раныхуа, Ураза-Байрам. В мечетях Сухума и Гудауты прошли праздничные молитвы по случаю окончания месяца Рамадан и начала трехдневного праздника Аурыч-Раныхуа. Муфтий Абхазии обратился к мусульманам страны с поздравлением и пожеланиями. Президент Абхазии Аслан Джаня поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-Байрам. В поздравительном адресе главы государства в частности говорится: «Испокон веков народ Абхазии отличали веротерпимость и уважительное отношение ко всем конфессиям. Вклад верующих в распространение истинных ценностей и морально-нравственное воспитание молодежи невозможно переоценить. Дорогие мои сограждане, последователи ислама, пусть ваши молитвы и покаяния будут приняты, пусть Всевышний бережет нас всех». Понедельник, 24 апреля, объявлен в Абхазии выходным днем. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Александр Анква в целях обеспечения прав граждан в реализации религиозных традиций. К новостям в Гале. Ни о каком открытии границы с Грузией речи не идет. Это политизация вопроса отдельными представителями оппозиции. Об этом в эксклюзивном интервью Галмедиа заявил глава администрации Галского района Константин Пилия. Беседовала с главой Гала моя коллега Илона Микава. Константин Эдуардович, член рабочей группы по возможному транзиту через территорию Абхазии, представитель оппозиции Тамур Надарая, выступил против открытия транзита грузов и товаров из Грузии. О чем он заявил на заседании рабочей группы, а также после на пресс-конференции движения АРО вместе с председателем АРО Тамуром Гулия. Ваша позиция также известна. Вы поддерживаете распоряжение президента о списке товаров, которые можно легально завозить из Грузии. Скажите, пожалуйста, каковы ваши главные доводы? Это было мнение Тимура Хухутовича как представителя оппозиции. Он обозначил себя так. Я единственный тут в этой комиссии, находящийся из оппозиции. Это было его мнение. Я не знаю, это мнение консолидированное оппозиционного блока всего или только Тимура Хухутовича. Читая потом заявление АРО, я понимаю, что АРО как минимум руководитель АРО Тимур Гулия поддерживает Тимура в этом, что он супротив этому всему. Но я знаю многих друзей, ребят, коллег, которые сегодня в оппозиции, которые противоречат Тимуру Хухутовичу, которые тоже поддерживают то, что границу нужно открывать в рабочем режиме. Открывать, вот это слово, наверное, открывать и, наверное, пугает людей, некоторых несведущих. Тут у нас ничего не меняется, ни о каком таком открытии границы, как изменение режима границы не происходит. Граница будет работать в том же режиме. Просто тот объем товаров, который идет в ручной клади, что разрешено, что позволено завозить, будет идти в объеме для физлица до 600 тысяч рублей. Никаких других контрактов, которые говорят, что мы заключаем контракты с Республикой Грузия, нет, таких ситуаций нету, мы ни с кем не заключаем контрактов, ни с кем ни о чем официально не договариваемся. Это, то есть, еще раз повторюсь, это нашим гальским жителям Восточной Абхазии, кому можно перейти, кому разрешено перейти, пойти и принести в объеме товар, это не обязательно товар какой-то сельхоз и грузинский, это может быть армянский товар, турецкий товар, иранский товар и все остальное. Да, у нас есть положение, где мы не можем себе завозить маркированный товар Республики Грузия. Пока мы с Грузией, у нас такие отношения, мы это не можем. Рано или поздно когда Грузия признает, тогда будем говорить уже о тех или иных товарах, произведенных в Грузии. Сейчас об этом речи не идет. Идет только сельхозпродукты, то автомобили в Грузии не производятся, запчасти, масла и многие-многие такой перечень, тот, который утвержден в указе президента. Вот это перечень, мы это поддерживаем, считаем это лучше для экономики, лучше для наших людей, лучше для страны.
Ну и почему-то у нас вот эти представители оппозиции это не очень хотят, чтобы людям немножко легче зажилось. Тут нету никакого предательства, как они говорят, тут нету ничего такого, это все выдумано, это все политизировано, еще раз хочу сказать. Хотя оппозиция поддерживает у нас транзит из третьих стран, они это поддерживают, а вот именно из Грузии они говорят, мы очень против. Повторю, тот перечень в основном состоит не произведенных в Грузии товаров. Вот как обстоят дела. Как известно, президент утвердил свое распоряжение согласно официальному обращению глав Тхорчалского, Чамчирского и Галского района. Что послужило причиной такого обращения к главе государства? Да, ну не только обращение было глав администрации и районных собраний. Районные собрания тоже обращались, люди ходатайствовали. Плюс еще создана была рабочая группа при президенте, членом которой я тоже являюсь, и членом которой является и Тимур Хухутович Надарая. Вот все члены комиссии были за, там около 12, по-моему, коллег. Один Тимур Хухутович был против и в прошлый раз, когда это только до указа, пока мы обращались. И это все носило, конечно, рекомендательный характер. Президент принимает решение он. Но вот такие письма были направлены от глав администрации, от собраний, еще раз скажу. Наверное, это все и послужило. Представители оппозиции, в частности, считают, что не следует иметь торгово-экономические отношения с Грузией, ведь договор о мире еще не подписан. Как вы считаете, следует ли ждать подписания договора, тем самым заморозив все возможные экономические контакты с Грузией? Ну, если речь идет об экономических контактах с Республикой Грузия, то, скорее всего, конечно, нужно дождаться первого шага, когда будет закон, там, например, в Грузии о неприменении силы или остановлении каких-то межгосударственных отношений. Это совершенно верно. Но еще раз повторюсь, сейчас об этом речь не идет. Речь идет только для наших жителей пойти и принести, раздобыть товар подешевле и отдать нашим людям подешевле. Это касается сельхозтехники, запчастей, масел, автомобилей. И там небольшой перечень из 8 пунктов. Вот как обстоят дела. А вот на ваш взгляд, есть ли вообще определенные риски, которые может нести торговля с Грузией? Если да, то как их можно минимизировать? Вы имеете в виду торговля с Грузией или имеете в виду торговлю через границу Ингур? Да. Скорее всего, через границу Ингур. Считаю, что это нужная и полезная мера. В любом конфликте первое – это экономика. Когда экономика нормальная, когда люди зарабатывают, никто не воевать, как говорится, не драться не хочет. Потому нам нужно сделать так, чтобы экономика в нашей стране вышла на новый уровень. Нам нужны инвестиции с России, со всех стран нас признавших. А что касается, еще раз скажу, границы нашей Ингур, то да, нужно ее делать так, чтобы граница работала. У нас все службы там представлены. И чтобы все службы выполняли свой функционал на границе. Так. Представители оппозиции также отмечают, что транзит грузов может принести деньги в бюджет, но таможенная служба, по их мнению, на сегодня не готова к этому. Насколько это соответствует сегодняшней действительности? Да, есть такой момент. Таможенная служба готовится. Прямо на сегодняшний момент еще служба не готова. Они там, как мне известно, будут вести ротацию других сотрудников, которые более обучены. И плюс еще там нужно еще, конечно же, и оснащение. Вот когда таможня все это сделает, тогда уже мы перейдем ко второму вопросу. Кроме того, Надарая и Гулия сообщили о получении информации, что представители администрации Галского района якобы изымают мзду на границе по реке Ингур при перевозе товаров, отметив, что им еще предстоит проверить достоверность этой информации. Как вы можете прокомментировать это заявление? Да, скажу, самое неприятное в этом, что Тимур Хухутович заявил, или Тимур Гулия, что администрация взимает мзду. Это прямо были вот такими нехорошими словами. Хотя за сутки до этого мы с ним встречались на комиссии в администрации президента, и я ему все объяснил, что этим занимается наш МУП, занимался, муниципальное унитарное предприятие, которое на тот период, когда граница была на пандемии, была закрыта, да, и было очень сложно людям переходить. С этими, это были те меры, которым людям облегчить продажу своего ореха. Это было организовано так. Наш МУП нанимает грузовые автомобили, там, небольшой грузоподъемности, население туда свозит свой орех, мы им помогаем перевозить, сдавать и выгружать, где они хотят, и возвращались. И за вот эту работу муниципальное унитарное предприятие должно было брать рубль. То есть, если автомобиль 5-тонный, 5000 всего человеку обходилось, это же 5 тонн могут быть не одного человека, это в складчину.
несколько фермеров, у которых вырастили орех, кто-то тонну, кто-то 500 килограмм, кто-то 300. Вот они все вместе клали в эту машину. В общем, это уходило за одну машину около 5000 рублей. Всего лишь. И эта администрация на этом не зарабатывала совершенно. Вы сами посчитайте. На 5000 машине поехать, грузить, выгрузить, заправиться. Водитель должен получать. Администрация практически с этого ничего не имела. Позапрошлом году что-то МУП на этом заработал, купил себе покрышки, и на вот этом вот у нас практически эта работа еще была прекращена. И я вот это все объяснял, и мне было очень неприятно слышать, что называют это мздой. Мзду хотели брать тогда, когда в бытность другого руководителя, не буду его именем называть, догадаетесь, когда хотели 2 рубля с килограмма. Вот это была мзда. А это не мзда, это помощь населению. Галский район могут включить в новые туристические маршруты. С рабочим визитом в Гал 19 апреля впервые прибыла делегация Министерства туризма Абхазии во главе с Теймуразом Хижба. Встретили гостей глава администрации Константин Пилья и его заместители. Министерство туризма проводит комплекс мероприятий по подготовке к туристическому сезону 2023 года. И было принято решение начать эту работу с Галского района. Подробнее об этом Илона Микава. 19 апреля в Галский район с рабочим визитом прибыла делегация Министерства туризма во главе с Теймуразом Хижба. Целью визита стало посещение мест, которые могут заинтересовать туристов. Встретил гостей глава администрации Галского района Константин Пилья, а также его заместители. Минтуризм проводит комплекс мероприятий по подготовке к туристическому сезону 2023. И было принято решение начать эту работу с Галского района. Первым объектом, куда отправилась делегация, стало Галское водохранилище, или же Галское море, одно из излюбленных мест не только местных жителей, но и жителей других районов. Строительство данного уникального объекта началось в 1961 году, закончено было в 1987 году. Огромная территория, заполненная водой. Во время Советского Союза здесь тренировались лучшие спортсмены по байдарочному спорту, чемпионы мира, олимпийские чемпионы, чемпионы Европы. Также особо хочется отметить, что здесь проходили чемпионаты Советского Союза на дистанцию 250, 500 и 1000 метров. Это считалось лучшей базой для подготовки спортсменов именно этого вида спорта. Уникально это место тем, что, вы знаете, зимой все наши озера замерзают, но Гальское водохранилище на 2 градуса выше температура из-за течения, и потому здесь спортсмены имели возможность тренироваться круглый год. Также особо хочется отметить, что данное водохранилище очень богато рыбой, и любители активного вида отдыха, активного вида туризма могут здесь заниматься рыбалкой, спортивной рыбалкой. Галский район является самым удаленным от государственной границы с Россией, откуда и прибывает 90% туристов. Дальняя дорога вызывает определенные сложности. Из-за этого в Галский район отдыхающие приезжают неохотно. Теймураз Хижба отметил, что Минтуризм будет поддерживать Галский район и сделает все возможное, чтобы привлечь сюда туристов. Ну а в целом места очень красивые. Я думаю, мы должны все сделать возможное, чтобы наши гости, нашей республики побывали здесь, потому что, наверное, это самый недооцененный район нашей республики. Я имею в виду в сфере туризма, по понятным причинам. Я думаю, что в ближайшее время мы эту ситуацию будем исправлять и будем делать все возможное, чтобы сюда приезжали наши гости, смотрели на удивительную природу, удивительные места, и самое главное, здесь живут прекрасные, очень гостеприимные люди. Как было заявлено руководством республики, если все пойдет по плану, как мы ожидаем, будет открыт аэропорт имени первого президента Республики Абхазия, и дорога будет короче. Но до того, как аэропорт будет открыт, мы, Министерство туризма, сделаем все возможное, чтобы наши гости, нашей республики в полной мере увидели красоту нашей страны, а для этого им в том числе нужно побывать в Гальском районе.
Галское водохранилище является частью первой перепадной гидроэлектростанции, а сама гидроэлектростанция – частью Ингурского гидроэнергетического комплекса. Первая перепадная гидроэлектростанция работает с 1973 года. Это место хоть и не является на сегодняшний день очень известным и популярным, но тем не менее сюда нередко приезжают туристы. Здесь есть на что посмотреть. Сейчас мы находимся на первой перепадной ГЭС, это так еще называют малая. Тут 3 турбины по 70 мегаватт каждая. Вот сейчас идет полная реконструкция, которая не делалась с 70-х годов. Большой период времени турбины отработали, и нужна была такая глубокая реконструкция. Вот сейчас Ингургэс ведет эти работы. Это были плановые работы, но они плавно перешли в глубокую реконструкцию. В ближайшее время они завершат. Вся энергетика, которая вырабатывается Ингургэс, это тоже звенья одной цепи. Вся делится у нас 60 на 40. 40% электроэнергии выбирает Абхазия, 60% выбирает Грузия. И это перепадная в том числе. Бывшая база Советского Союза по водной гребле, которая находится в селе Галхуч, была разрушена в военное время и долго находилась не в лучшем состоянии. База практически полностью заросла лесом. Около 2 лет назад группа неравнодушных людей очистила это место, превратив тем самым бывшую базу в небольшой туристический объект. Тут есть все необходимое для приятного времяпровождения на чистом воздухе. К тому же отсюда открывается красивый вид на Галское водохранилище. На Галском водохранилище у нас есть 3 острова. Они также оборудованы, как и тут, как вы видите. У нас есть катера, на которых мы будем возить туристов по этим островам. Есть вдоль берега Галского водохранилища находится Речкинская церковь. И с катеров можно увидеть красоту этого храма и также живописные нетронутые места. Далее делегация отправилась в Ингургэс, где технический директор станции Гия Хубуа провел небольшой экскурс по машинному и турбинному залам, а также залу управления. Гия Хубуа рассказал историю станции и о том, как идет работа в ГЭСе на сегодняшний день. Я, во-первых, хочу поблагодарить Гию Варламовича за уникальную экскурсию. Я здесь впервые. Я, может быть, небольшой специалист, но считаю, что это шедевр инженерной мысли. Это самая крупная электростанция на всем Кавказе. И, конечно, я был поражен масштабами, поражен сложностью работы специалистов, за что мы им все благодарны. Ко всему прочему, конечно, в процессе нашей экскурсии я у Гии Варламовича поинтересовался, что нас ждет летом. В летний курортный сезон для нас это важно. Гия Варламович заверил меня, что в летний курортный сезон проблем с электроэнергией на территории Абхазии не будет. Мы сейчас находимся в машинном зале. Это называется турбинный этаж, здесь расположен 5 турбин и вспомогательное оборудование. Завершилась рабочая поездка на уравнителе Ингургэс. Подводя итоги поездки, Теймураз Хижба отметил, что доволен увиденным. Галскому району есть что показать отдыхающим и есть чем привлечь туристов. Этот район имеет огромную важность для Абхазии. Мы сделаем все возможное, чтобы наши гости смогли насладиться Абхазией в полном масштабе, сказал Хижба. В целом я очень доволен сегодняшней поездкой. Я хочу выразить благодарность руководству Гальского района в лице Константина Эдуардовича Пиля. Слов нет, этот район имеет огромную важность для Республики Абхазия. Здесь мы сделаем все возможное, чтобы наши гости смогли насладиться Абхазией в полном ее масштабе и посмотреть на красоты Гальского района. Константин Пиля, в свою очередь, выразил большую благодарность Министерству туризма за проводимую работу и за неравнодушие к Галскому району, отметив, что было бы хорошо, если Гал включат в туристические маршруты. Илона Микава, Бату Библай, Борис Цацуа, Гал Медиа.
Первыми в республике рабочая группа, созданная по распоряжению главы Галского района Константина Пилья, завершила прием деклараций о доходах и имуществе. Он начался 2 января 2023 года и был завершен уже 15 апреля текущего года. Слово нашему корреспонденту Анжеле Убилава. Рабочая группа, созданная по распоряжению главы администрации Галского района Константина Пилья, начала прием деклараций о доходах и имуществе 2 января и завершила 15 апреля текущего года. В соответствии с законом Республики Абхазия о декларации доходов, расходов и имущественных обязательств всех должностных лиц и депутатов, у нас в районе декларации сдают, в принципе, все материально ответственные лица, которые непосредственно имеют отношение к структурным подразделениям всей администрации. Есть распоряжение главы администрации, которое издано в 2021 году, где указано, что все декларанты, которые обязаны сдавать декларации, должны предоставлять в канцелярию, в отдел кадров администрации до 15 апреля. Соответственно, после этого Управление по архитектуре, землепользования и права обрабатывает все эти декларации на соответствие должностных лиц, которые предоставили, кто не предоставил, и потом уже они поэтапно, частично вносятся в базу, то есть на сайте Министерства по налогам и сборам открыт доступ под определенным логином и паролем, и, соответственно, до определенного времени мы имеем возможность вносить туда все данные. Но есть некоторые говорят, почему так рано, там по закону нужно в августе, и до августа времени есть. Но у нас уже были прецеденты, когда люди даже в сентябре приносили декларации, но, к великому сожалению, после того, как мы уже вносим данные и база закрывается, у нас, у администрации, даже у работников налоговой службы нет доступа к этой программе, потому что меняются пароли и, соответственно, зайти на сайт, вносить какие-то изменения или добавлять декларантов в принципе невозможно. Декларации предоставляются государственными служащими и всеми должностными лицами в рамках законов о гражданской службе и о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Сведения подаются также в отношении членов семей декларантов, супругов и детей. Как уточнил заместитель главы администрации Галского района Нарсол Джопуа, который возглавляет рабочую группу, в декларациях указываются данные за предшествующий год. Информация о доходах и расходах, о владении транспортом и недвижимостью, акциях и обязательствах имущественного характера. Все декларанты должны указывать доходы вне зависимости от их источников. То есть есть, допустим, если просто, например, взять вот сведения о доходах, есть вид дохода, доход на основном месте работы, доход от педагогической деятельности, от научной деятельности и так далее. То есть тут 8 пунктов, и, соответственно, в итоге нужно подытожить, о какой сумме идет ежегодно, то есть какую сумму человек в год зарабатывает. Соответственно, после этой декларации о доходах заполняется, на что этот человек потратил эти деньги. Соответственно, чтобы исключить какие-то коррупционные составляющие, в принципе, целью данного закона является о противодействии с коррупцией. Поэтому все графы заполняются вплоть до земельных участков, жилых домов, квартир, автотранспорта, дачи и так далее. Это все, что касается декларанта. Вообще можно ли сдавать декларации на бумажном носителе или это обязательно должно быть в электронной форме? Принципиального значения не имеет, потому что мы, в принципе, эти все данные потом передаем в цифровом виде на сайт налоговой службы. Декларации заполнили все бюджетные организации в Галском районе и унитарные предприятия, которые не относятся к бюджетной сфере, но при этом должны сдавать декларацию. Как отмечают члены рабочей группы, которая принимает декларации, следит за правильностью оформления и заполнения анкеты, проверять достоверность информации, содержащейся в декларации, будут уже в Министерстве по налогам и сборам Абхазии. После того, как декларант сдал декларацию, ни в коем случае изменения не вносятся. Если это не техническая ошибка какая-нибудь, да, условно, то изменениям не подлежат они. Естественно, те, которые не сдают или же отказываются сдавать, да, по ним принимаются кадровые решения. Таких случаев у нас, в принципе, пока еще не было, чтобы было принято, да, там решение по кадровым вопросам в связи с несдачей или еще что-то.
Но подобное имеет место быть, и оно будет, если данный факт состоится. После сдачи декларации проводится мониторинг, то есть идет анализ. Механизм реагирования – это сравнение, анализ и мониторинг. Если у чиновников в прошлом году было столько, а сегодня удвоилось, теперь создается вопрос – откуда? Откуда берется капитал, откуда взялись эти 2 машины и как взялась эта квартира? Условно, опять же. То есть механизм работы будет таким же. И потом уже будут определенные органы, которые для этого предназначены, выявлять, откуда у него появилась эта машина, почему и как он на это заработал, имея 200 тысяч в год, да? Машина стоит там условно 500 тысяч, квартира стоит 1 200 000, и тут на нем, во-первых, он сдает декларацию в 23-м, что это все приобретено, но в доходах не видно откуда. Ну, тут целесообразен вопрос, как? Ну, недоработки, конечно, есть, пробелы есть, но я думаю, что работу над этим нужно вести, просматривать, вводить какие-то, наверное, изменения. Я считаю, что это необходимо в целях борьбы с коррупцией. Но закон в полную силу не работает. При нарушении сроков подачи декларации или предоставления заведомо недостоверных сведений о доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера декларанты освобождаются от занимаемой должности действующим законодательством Республики Абхазия. Анжела Убилава, Тея Басария, Бату Библая, Галмедиа. От их качества зависит здоровье и безопасность. Отремонтированы 9 километров дорог в селах Шашиквара, Сида и Вяда-Баргя. Продолжение темы в репортаже наших корреспондентов. Дороги имеют большое значение для любого современного города, района и страны в целом. В самом городе Гал сегодня хорошие дороги, но в селах, к сожалению, картина совершенно иная. Во многих селах дороги не ремонтировались более 30 лет. За это время дорожное покрытие давно износилось, образовались трещины и большие ямы. Сельские жители не раз обращались в администрацию с просьбой отремонтировать дороги, но из-за недостатка средств в районном бюджете практически никаких действий не предпринималось. В этом году при помощи администрации района и руководства страны все же удалось отремонтировать некоторые особо разбитые проселочные дороги сел Шашиквара, Сида и Вяда-Баргя протяженностью 9 километров. Ремонтом дорожного покрытия занималось ремонтно-строительное управление, рассказал Галмедиа глава администрации Галского района Константин Пилия. Дороги в Гальском районе сложные, тяжелые. Я имею в виду дороги периферии, не основную трассу. В основном это грунтовки. Вот одна дорога у нас вот сделала, по которой в Набакию, когда ездите. А вот эти 2 дороги еще необходимо много работы. Но ту дорогу, которая в 9 километров, это было обращение и наших инвесторов, которые занимаются Глубик, это было обращение глав сел, сельчан. У нас возможности были малые, обратились мы к президенту, президент выделил топливо на это все, порядка 10 тонн, если не ошибаюсь, солярки. Все остальное мы уже сами смогли привлечь небольшие средства, технику, и на сегодняшнем этапе дорога сделана. Ну, это такая хорошая грунтовая дорога, там не асфальта, асфальта еще далеко, но хотя бы работы были проведены такие, там были старые куски асфальта, их надо было все бульдозерным крюком все поднять, убрать старые куски асфальта, потом заново подсыпать грейдером, потом пройтись бульдозером, пройтись. Вот такие работы мы выполнили. И сейчас, насколько вот я ездил, она уже более-менее такая хорошая проселочная грунтовая дорога получилась. Начали давно. Делаем ямочный ремонт, выравниваем дорогу. Делаем хорошее дело, люди довольны и благодарны. Переоценить важность качественных дорог очень сложно. От того, в каком состоянии дорожное покрытие, зависит очень многое. Это здоровье и безопасность жизни людей, а также долговечность самих транспортных средств. Ведь из-за разбитой дороги автомобили нередко выходят из строя. Большое спасибо, что Галская администрация делает нам дорогу. Здесь очень плохие у нас условия. Дай Бог, чтобы еще лучше, чтобы сделали, чтобы не только для нас, кто здесь в Хашту приезжает, чтобы все нормально, чтобы было. Дорога давно не ремонтировалась. Вот и ездим по такой ужасной дороге. Дорога разбитая, из-за этого автомобили выходят из строя.
Большое спасибо, что сейчас нам делают дорогу. Но было бы хорошо, если бы делали более долговечные дороги. Вообще такие виды работы и такие дороги, как говорится, живут от 6 до 9 месяцев, в зависимости от нагрузки. Вообще грунтовая дорога, она должна раз в полгода, раз в 8 месяцев, 9, она должна постоянно ремонтироваться. Не знаю, посмотрим. Я думаю, сейчас качество немножко получше. Единственное, у нас с инертным материалом была проблема с подсыпкой. Ну, сейчас еще немножко дождь пойдет, а сядет, окрепнет, мы еще будем еще и подсыпать, и еще раз проходить грейдером. Я думаю, в течение года она поживет. Как отметил Константин Пилья, Республиканский дорожный фонд очень помогает Галу. В нем есть отдельная статья на Галский район. В прошлом и позапрошлом году также проводились ремонтные работы. О масштабном ремонте асфальтного покрытия, к сожалению, речи пока не идет, но в будущем все это будет запланировано. Илона Микава, Ника Гачава, Бату Библая, Гал Медиа. Министерство сельского хозяйства и дальше будет оказывать поддержку Галскому району. По программе развития сельского хозяйства Галскому району выделят 3,5 миллиона рублей. 19 апреля с инспекцией в Гал прибыл начальник отдела агрономии Министерства сельского хозяйства Эдуард Барганджия, чтобы увидеть, как реализуются проекты сельчан, которые выиграли тендер целевой ведомственной программы развития сельского хозяйства в 2022 году. Об итогах инспекции наш следующий материал. В Галский район с инспекцией прибыл начальник агрономического отдела Министерства сельского хозяйства Эдуард Барганджия, чтобы увидеть, как реализуются проекты сельчан, которые выиграли тендер целевой ведомственной программы развития сельского хозяйства в 2022 году. Первый объект, который посетили с инспекцией – цех по переработке ореха фундука, расположенный прямо у въезда в город Гал. У индивидуального предпринимателя Рауля Григорян и его команды давно была идея запустить данное производство, но средств для реализации не хватало. Поэтому было принято решение принять участие в программе развития сельского хозяйства, где они позже выиграли тендер. Предприятие работает примерно год. Минсельхоз выделил индивидуальному предпринимателю Раулю Григорян 3 миллиона рублей на приобретение оборудования для переработки фундука. За спиной вы видите, это самое первое, то, с чего начинается вообще процесс переработки ореха. Вот здесь у нас приемный пункт, там стоят весы. Мы принимаем там орех, соответственно, выводим его, определяем качество, и зависит цена от качества, но мы платим по рыночной стоимости. Вот. Принимаем орех, после этого орех в мешках мы засыпаем вот в этот отстойник, поэтому отстойник он идет в барабанную систему, это очень важно для калибровки ореха. Он калибруется по номерам, в дальнейшем он переходит в дальнейшую переработку, где уже у нас сам орех ломается, скорлупа отделяется, остается сердцевина. Далее мы сердцевину переносим уже в другой цех, к женщинам на стол. Женщины уже вживую перебирают гнилое от хорошего. Благодарим Министерство сельского хозяйства и высшее руководство Республики Абхазия. Это неоспоримая, неоценимая помощь в создании такого рода предприятий. В цеху более 30 сотрудников, большая часть из них – женщины. За весь период в предприятии было обработано около 50 тонн ореха фундука, но это не максимум. В сутки цех может перерабатывать до 32 тонн. Мы его полноценно не могли загрузить, так как не было того количества ореха и нет конкретного сегодня покупателя, потому что покупатель он находится за пределами Абхазии. Ну, вы понимаете, с вывозом ореха, с вывозом всей продукции в Абхазии мы сталкиваемся на границе с некоторыми проблемами, но мы эти проблемы тоже решили. Мы сделали соответствующие документы, сертификаты, зарегистрировались и в России. Все эти подходы мы сделали. Мы можем вывозить орех, но конкретного покупателя сегодня крупного мы пока не имеем. В селе Шашиквара Малхаз Баджава и Сергей Библая при поддержке Минсельхоза открыли животноводческую ферму. На организацию фермы было выделено 1 миллион 200 тысяч рублей. На эту сумму были куплены 19 коров. Сельскохозяйством давно занимаемся. А этот проект начали октября месяца. На государственные деньги купили около 20 коров, 19, то есть не точно. Материал привезли, это тоже на государственные деньги, сами построили. Зарплату получаем регулярно, вроде бы все нормально. Любое начинание приветствуем. Как отмечает фермер, на выгул скот выпускается в специальное загороженное пастбище на 15 гектаров. Все животные здоровые, прижились хорошо, 4 коровы за это время успели отелиться.
В селе Хиацха и Махуинжа реализуются проекты по закладке мандариновых плантаций. Для обоих проектов были приобретены в общем 4130 саженцев на сумму 1 240 000 рублей. Мы благодарим Министерство сельского хозяйства за оказанную нам помощь в этом проекте. У нас посажено 800 корней. Министерство сельского хозяйства, спасибо вам за такой подарок. 3300 корней. Абхазия щедрая душа, как говорится, вы нам помогли очень. Как сообщил главный агроном Галского района, в 2022 году с Галского района было подано 9 проектов, и все они были одобрены. По данным Управления сельского хозяйства, в этом году уже подано 8 проектов, но они пока на рассмотрении. Также Ли Ришони отметил, что в целевой ведомственной программе развития сельского хозяйства может принять участие любое физическое лицо. Физическое лицо, будь он ИП, нет разницы, пишет проект, обращается к нам в Управление сельского хозяйства, мы отсюда даем ходатайство, и этот проект поступает в Министерство сельского хозяйства. А потом уже там комиссия решает это все. О том, как прошла инспекция в Галском районе, рассказал начальник агроотдела Министерства сельского хозяйства Эдуард Барганджия. Сегодняшняя наша поездка проходила по Галскому району, по ряду сел, где были, отпущены в прошлом году средства на приобретение саженцев и оборудование по переработке орехов фундука. На мой взгляд, и на самом деле эти проекты были осуществлены. На 2023 год у нас по Галскому району одобрены проекты на 3,5 миллиона. Это и растениеводство, приобретение техники, и там животноводство 2 проекта, по приобретению мелкого рогатого скота. Я думаю, эти проекты будут тоже доведены до конца. Эдуард Барганджия также отметил, что Министерство сельского хозяйства и дальше будет оказывать поддержку Галскому району. Даже те проекты, которые не пройдут в этом году, не останутся без внимания. Они перейдут на следующий год и с большей долей вероятности также будут удовлетворены. Илона Микава, Бату Библая, Борис Цацуа, Галмедиа. Обо всем, что волнует село. 20 апреля состоялась встреча представителей администрации Галского района с жителями села Абгоура. Разговор получился откровенным и плодотворным. Смотрите репортаж Наны Абшилава. 20 апреля состоялась встреча представителей администрации Галского района с жителями села Абгоура. В ней приняли участие начальник управления сельского хозяйства Беслан Бигвава, начальник налоговой службы Роберт Чиба, представитель лесхоза Зураб Дагаргуля и главный агроном района Ли Ришони. Беслан Бигвава попросил сельчан поднять наболевшие и волнующие для села вопросы. Он отметил, что никаких задолженностей у села нет, все налоги оплачиваются своевременно. На сегодняшний день за гектар земли крестьянин платит вместо 2250 1225 рублей. Беслан Бигвава добавил, что администрация также по мере возможности старается помочь малоимущим семьям. Начальник налоговой службы Роберт Чиба затронул вопрос о договоре аренды земель. Пока договор не заключите с главой администрации, эти земли самозахватом считаются. Ваши приусадебные, все земли, которые вы имеете, вы должны приходить к главе администрации села, заключить договор. И вот там будет написано ставки налогов. Будет многолетнее насаждение, будет однолетнее, вот в вашем договоре вы ежегодно будете платить. Самый наболевший вопрос для сельчан – оплата за электроэнергию. Если раньше единым тарифом платили 400 рублей, то с его изменением приходится платить в 3-кратном размере. Беслан Бигвава в свою очередь напомнил, что в таком случае необходимо установить счетчики и платить по их показателям. Есть некоторые люди, что только один счетчик на это дом включает, 4 рабочих, 3 пенсионера есть. 1500 рублей очень много. Что касается электричества, за свет, да, цена чуть-чуть поднялась. По-моему, это не то, что в нашем районе, а по всем районам Абхазии. Тариф единый. Жителей также интересовал вопрос о помощи сельскохозяйственной техники для пахотных работ. Бигвава объяснил собравшимся, что необходимо обратиться к главе администрации села, который подаст заявку в МТС Гала. В этом году пахота 1 гектара земли крестьянину обойдется около 4000 рублей. В нашей деревне работы ведем, мы достаем балласт с речки
засыпаем своими силами. И проселочные дороги как-то стараемся что-то чем-то помочь. Ну, пока и возможностей не хватает, и финансово, и физически. Пассивные уже идут работы. Очень много территорий вспаханных под однолетние растения, под кукурузу. А так в основном все, больше ничего. И орехи. Не обошли и проблему видов на жительство и паспортов. Беслан Биквава попросил жителей обратиться в паспортное отделение Галского района и посмотреть списки готовых к выдаче документов, поскольку спустя определенное время документы могут аннулировать. Если есть, не берете, 6 месяцев пройдет, она аннулирует, чтобы вы знали. Без вас, если у вас документ там есть, вам никто не даст. Пока личность человека там не будет присутствовать, у кого список, имя, фамилия есть, она никому не даст начальник паспортного стола. Ни главе, ни вам, ни самому надо быть. Главный агроном Галского района Лери Шоня также заинтересовался вопросом перевода земель в иные категории после инвентаризации. Интересно было бы вообще, вы эти земли категорию перевели в курс или глава платится за это налог. Но придет сюда обратная комиссия, но уже так не придет, уже будут по-другому, уже будут пени, уже будут штрафовать эти люди. Если вы вырезали, скажем, орех убрали, уже там кукуруза растет, хотя бы он должен знать, и он категорию меняет. Но он не может это сделать, скажем, в марте. И потом, чтобы вы не платили, он должен знать заранее, потому что он должен представить налоговый. Какая разница? Налоговый, это планируется бюджет, и это отражено там. Потом, как мы хотим это поменять, то туда включить так не получается. Лери Шоня также доставил в село Гора 100 литров пестицидов для обработки растений против грибковых заболеваний. По поручению главы администрации приехали сегодня, вот в данный момент, сейчас пока еще идет совещание, мы с собой принесли лекарства против грибковых заболеваний. Но, конечно, сейчас не скажу, что полностью село может охватить, но так как нам тоже дали его так ограниченно, мы постарались разделить это по всем селам поровну, чтобы как бы каждому что-то хотя бы досталось. 100 литров лекарства принесли против клопа и грибковых заболеваний. Также будут отданы всем селам Галского района. Проблем в районе очень много, начиная с сельского хозяйства и заканчивая проселочными дорогами. Но администрация района и руководство страны делают все возможное, чтобы постепенно их решить, сказал Беслан Биквава в завершении встречи с жителями села. Нана Абшилава, Бату Библая, Борис Цацуа, Гал Медиа. Наши спасатели достойно представили ГАЛ. Подразделение пожарно-спасательной части МЧС Абхазии по охране Галского района во вторник 18 апреля приняло участие в соревнованиях в День пожарной охраны, которые прошли в Гулырыпше. Как рассказал Гал Медиа, сотрудник Галской пожарно-спасательной части Лаша Гулурдава, в его команде было 5 человек. Они достойно прошли такие дисциплины, как 100-метровая дистанция с препятствиями, подъем по штурмовой, а также выдвижной трехколенчатой лестнице, боевое развертывание. Хотя принимали участие новички, для которых это было первое выступление, все старались от души пройти те барьеры, которые им были даны, сказал Лаша Гулурдава. Он также отметил, что очень доволен нашими ребятами и выразил уверенность, что в дальнейшем они покажут более высокие результаты. Зеленые листья появились на поврежденной липе на Лыхны-Аште. По мнению экологов, это говорит о том, что дерево еще не погибло. Работы по спасению идут и сейчас. Экологи совместно уже приступили к обработке дерева. В места распила вводят специальный витаминный раствор, разработанный Пекинским институтом сельского хозяйства. Доставили лекарства из Пекина на самолете до Москвы и поездом в Абхазию. 20 апреля из публикаций в социальных сетях стало известно о том, что общее моление абхазских жрецов о благополучии Абхазии и ее народа, назначенное на воскресенье 23 апреля на исторической поляне Лыхны-Ашта, было отменено. О новой дате моления нам пока ничего не известно. Ранее, в понедельник, 17 апреля, мы записали эксклюзивное интервью служителя 7-го абхазского святилища Пытха Руслана Бирзек, который объясняет, почему такой обряд необходим после акта вандализма, совершенного против полуторавековой липы. Нас хотят разъединить, но мы должны объединиться, заявил он в интервью корреспонденту Галмедиа Анжелию Билава. 15 апреля было собрание жрецов, старейшин и главы села Лыхны.
Что вообще, какую оценку дали собравшиеся вот по поводу вот этого вопиющего факта вандализма, который имел место быть на исторической поляне вот в селе Лых-Нашта? И что вы сами думаете по этому поводу? Какие чувства это у вас вызвало, вот, когда вы узнали новость об этом? Да, это событие не оставило равнодушным меня тоже. Но если говорить глубоко, насколько я это воспринимаю, то абхазской традиционной вере, культуре, религии, нации нанесен, так сказать, бесчестный удар. Это поругательство на честь нации, на честь народа, на честь предков. Я воспринимаю это только с этой стороны. Потому что на этой поляне проходило очень много исторических событий, решений, которые принимал народ. Помимо всего этого, мое видение, что такое деревья, что такое святилище, я уже как-то говорил, еще раз скажу, и на собрании тоже об этом говорил, что если мы дышим одним воздухом, который нам дает листва, деревьев, зелень, то почему мы не можем, а мы им даем углекислый газ, как мы не можем быть в единстве с этой природой? Нельзя разделять нас, это наше единое целое. А вот провокация в том виде, в котором она произошла, спилить это дерево, это явный намек на то, что нас хотят разделить и, грубо говоря, впоследствии мы исчезнем, то есть как нация исчезнем. Но Абхазия не будет Абхазией, если не будет на ней народа Абхазии. Понимаете, вот это касается также и моего народа. Убыхи ушли со своей территории, и убыхи осталось только на картах, как бы номинально в этом плане. И если сейчас не предпринимать ответные шаги, ну какого плана я скажу эти шаги, то есть не позволять дальше разделять это все, а именно способствовать тому, чтобы наоборот объединить народ, потому что я все время слышу Абжуйская Абхазия, Бзыбская Абхазия и так далее. Почему делят на две части? Почему делят на восточную и западную? Это неверные шаги. Народ Абхазии обязан дышать одним целым. Понимаете, это единство, которое олицетворяет связь с материальной природой. Иначе, если мы все разделяем, отождествляем себя, то получатся очень нехорошие выводы, итоги, результаты. Это основной момент того, что, значит, происходило, какие вот мотивации послужили для этого всего. Это уже как бы другой вопрос, этим занимаются как правоохранительные органы, так и я со своей стороны, со своими коллегами. И вот этот процесс, который говорит о том, что я приехал специально для этого, чтобы обсудить эти вопросы, осуществить собрание, поэтому мы обратились к Совету старейшин, представителям их, для того, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию, потому что многие до сих пор не понимают, что произошло. Глубины этого вопроса они не видят. Многие пытаются просто спасти дерево, но это сердце народа Абхазии, это поляна. Его нельзя так просто относиться к нему в этом плане. Но там вокруг, посмотрели, находятся захоронения. Эти захоронения, они создают очень неприятную негативную обстановку, которая и послужила, значит, вот сегодняшнему событию. Бездействие всех слоев общества привело к этому. Как часто проводятся эти обряды и вот молебен, который сейчас состоится 23-го воскресенья, кто его будет проводить, насколько вообще он необходим и с каким еще прошением, наверное, к Всевышнему будут обращаться жрецы? Сколько раз мы делаем ритуалы во имя Абхазии, во имя народа Абхазии. Каждый раз, когда это необходимость есть, а это 4 сезона года, на 21 марта, 21 декабря, 21 июня, 21 сентября, в эти дни мы обязательно проводим ритуалы во имя общего целого, единого целого. Помимо других локальных, которые обращаются там представители разных семей, фамилий и так далее.
Это обязательные, которые мы должны проводить, потому что от этого зависит жизнь вообще в будущем. Здесь мы говорим о чем? Ну вот наш земной век, он закончится, а дальше что? Мы должны передать молодому поколению. У нас молодое поколение не имеет на сегодняшний день твердой уверенности в своем будущем. Почему не имеет? Мы сами сейчас не имеем твердой уверенности в будущем, потому что мы потеряли основу своих корней. Мы бездействуем, мы не пытаемся их восстановить, как должно это быть. Мы говорим о предках, мы говорим о той войне, которую, значит, Абхазия пережила в 92-93 году. А за что они воевали, спрашивается. А почему мы сейчас вот так позволяем попустительски относиться к самим себе? Почему мы сами себя не уважаем? Почему мы потеряли это уважение и позволили на нас наплевать? Я выступил как бы основным инициатором этой встречи, и основной как бы посыл исходил от меня. Я выступал, я объяснил. Некоторые старейшины меня спросили, зачем проводить этот ритуал. Но мной было предложено моление, значит, на этот день. Ну, я бы хотел присутствовать, потому что я не могу все время находиться, мне надо тоже уезжать. И я выделил специально этот день, чтобы не накладывать на Пасху, выделил этот день специально для того, чтобы мы могли это провести. Но это поляна, единое целое, сердце народа Абхазии. Мы говорим о народе Абхазии, мы не говорим о себе. Здесь приоритеты совершенно другие, но нет понимания все равно, что приоритет народа превыше, чем все остальное. И вот это один момент. Второй момент. Разве мы не дышим по понедельникам, по вторникам, средам, четвергам, пятницам? В течение недели мы не дышим? Думаю, для благого дела нет каких-то, не должно быть формальностей. То есть, правильно, то есть это формальность, это условия. А теперь следующий момент, вытекающий из этого состояния. Кто имеет право поставить условия Всевышнему? Если мы говорим, что мы во имя Всевышнего и во имя блага народа Абхазии собираемся провести этот ритуал, о каких условиях может быть идти речь? Ну, нелогично. Как минимум. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, я понимаю, как бы старейшины там, они говорят, мы никогда так не делали. И это принимается. Я сейчас это говорю не с осуждением. Я даже не обсуждаю это, я анализирую. Анализирую именно тот факт, как мыслит народ. То есть с разными слоями общества надо было поговорить. Мы для этого и встретились, чтобы понять, с чем мы имеем дело. Вопрос созвучал, а не торопимся ли мы? Я говорю, мы уже давно опаздываем в этом плане, поэтому все-таки решение было принято о проведении ритуала, но старейшины Гудаутского района настояли на то, чтобы это было 23 апреля осуществлено. Ну, мы это принимаем, я и такой вариант принимаю. Здесь не во мне дело. Здесь важно дело, чтобы все-таки народ проснулся. Но в конце концов, что еще должно произойти, чтобы народ проснулся? Проводить его будут жрецы, все жрецы, которые имеют право там быть, они должны находиться. И, значит, каждый возьмет как бы трезубец, значит, жертвенным сердцем и легкими, и будет молиться, как бы это единение. Тут нет преобладающего какого-то района в этом плане. Здесь общее единое моление. А такого моления единого давно не было. Чем отличается вот традиционная религия абхазская от язычества? Традиционная религия в этом плане чем отличается от язычества? Ничем не отличается. Язычество это в сути своей изначально, потом оно приобрело искаженные формы восприятия. Это наши языки, вот наш единый этнос черкесов, как говорится, это входят и абазы, абхазы, и адыги, и убыхи, и все остальные, кто в этом присутствует, значит, этносе едином. Язык первотворения – это истинное богословие, понимаете? То есть это есть истинное язычество, свое это.
У каждого есть своя интерпретация в этом плане, но я со своей стороны объясняю просто почему. Потому что те божественные звуки, когда ты начинаешь слышать, у тебя просто волосы дыбом встают. А если, чтобы их услышать, нужно на них обратить внимание. Не просто перевод бытового плана, а все-таки откуда происхождение этого звука, что он означает, откуда он взялся, как он трактовался, как он рисовался, какую форму приобретал. Вот этот анализ со всех сторон позволяет увидеть картину. И эта картина тебя уже приводит к чему? К осознанию того, что неужели это так, неужели это язык такой, который творил все это, значит, творение материальное. А почему он творил? Потому что это, как я уже говорил, все есть энергия, а звук – это волна, это энергия. Вот если эти звуки работают в единстве с материальной природой, то это и есть язык творения. Есть наука материальная, а есть наука духовная. Вот апсвара, акябс – это духовная наука в этом плане. И если мы не будем свою апсвару возрождать, то это будет крах последствий. Поэтому таким вот образом нельзя просто относиться неуважительно к самим себе. Все религии, они имеют в основе своей вот эту культуру. Источник оттуда идет. Понимаете, все питаются, поэтому если источник один, мы принимаем все. Но интерпретируем. Начинают, да. То есть мудрость такова, это и мудрость Создателя, мудрость глубинная, мудрость предков. Мы имеем право принять твое право выбора. Пожалуйста, развивайся свое в этом, создавай свою реальность, но используй нашу единую реальность. Мы принимаем. Но будьте добры, если же вы начинаете искажать или оскорблять, то соответствующая будет реакция в этом плане. На Северном Кавказе из-за всего этого единого этниса только Абхазия сохранила свою независимость. И то какой ценой. Неужели эта цена, она впустую будет? Понимаете? То есть, нельзя относиться к себе так неуважительно. Нельзя. Это, значит, мы не соответствуем самим себе. А если мы не соответствуем, то все, что сейчас происходит, так нам и надо тогда. Стечение обстоятельств сложилось вот именно в таком виде, когда уже просто молчать – это преступление. Бездействие – это преступление. Молчать – это преступление. Это наша ответственность перед Создателем, как жрецов. Вот есть такая мудрая поговорка. Вовремя сделанные шаги меняют походку всей жизни. Понимаете? Вот я вижу, что есть заблуждение граждан, народа и так далее. Вот есть другая поговорка. Если ты не видишь пути, сделай так, как делают цветы. А как делают цветы? Они поворачиваются всегда к свету. Да, повернись к солнцу, все тени останутся позади. Вот, точно. Понимаете? То есть, где у нас свет? И вот это обращение мое к совету старейшин в этом плане, это как раз и есть тот шаг верный. Нет на сегодняшний день выработанной национальной политики, которая могла бы вот этот процесс отрегулировать, поставить на нужные рельсы. Почему-то она не существует. Что такое национальная политика? Это сохранение национальной культурной идентичности. Где бы, на каких бы уровнях ни присутствовали, частично, когда надо, она всплывает, когда выгоды в этом нет, она утихает. Так быть не должно. Поэтому это наше видение вот в таком виде как бы заключается, что необходимо властям, правительству обратить на это внимание. И мы тоже обращаемся к ним для того, чтобы они подумали над этим вопросом. Вот так. Потому что когда
Ну вот мне говорили такие как бы фразы. У этой страны есть два хозяина, народ и закон. Такая фраза, мне было смешно в этом плане. Почему? Ну, заблуждается. Есть еще один закон, закон Божий. Он стоит над всеми. И если мы не можем договориться между народом и властью как бы о том, чтобы объединиться и жить полноценно, то он вмешается. И он вмешивается так или иначе. Поэтому из этой позиции я и призываю их рассмотреть вопросы о национальной культурной идентичности. Поэтому вот так. Благодарю вас за то, что проявили интерес. Я не мог выступить раньше, пока я не выясню всю ситуацию, поэтому я откладывал, но когда этот вопрос состоялся, я уже сказал, что я могу как бы пообщаться с вами, и мне приятно, что вы неравнодушны к этим процессам и пытаетесь вот эту информацию донести до народа Абхазии, поэтому я вас, как говорится, со своей стороны даю вам благословение на то, чтобы это произошло в нужном виде, так, как будет угодно Создателю во благо Абхазии и народа Абхазии. Благодарю. Так. Культура и творчество. Участники проекта «Апсны Стар» из города Гал, Лола Колбая и Ираклий Джумутия, выступающие в команде Ильды Кучуберия, на днях представили абхазский ремейк на известный хит группы «Мистер Президент» «Коко Джамбо». Получилось зажигательно и со вкусом. Слушайте сами. Say how, it ain't how, нас играть казки how, и шепша нас на сык дух сарасыга. И say how, it ain't how, нас играть казки how, и шепша нас сам чужак лаба прыга. Дюрби гома, дюрба биту, барабю запис бамана усва дубшу, я ша, я заку. Бабас базахир парчоу йоб хазапшу. Ха дуней стоп, узвяка хакар, хахоб зиграть с кой курга вартар. Усоб ша, шейком абанамбо, бабурга хаган зей харфер. И say how, it ain't how, нас играть казки how, и шепша нас на сык дух сарасыга. И say how, it ain't how, нас играть казки how, и шепша нас сам чужак лаба прыга. В рамках республиканского гастрольного плана Министерства культуры Абхазии в четверг 27 апреля в Доме культуры города Гал состоится концерт Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия. Художественный руководитель народной артистка Республики Абхазия Нора Аджинджал, главный дирижер народный артист Республики Абхазия Нода Арчанба. Начало концерта в 17:00. Вход свободный. На этом у нас все. Встретимся, как обычно, ровно через неделю. И пусть всех нас ждет больше хороших новостей. Всего доброго. Абзияраз.